Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Мечта пятилетнего афганского мальчика увидеть своего кумира Лионеля Месси может осуществиться. Футбольные власти страны ведут переговоры об их встрече. Я хочу встретиться с Месси. Он мне очень нравится. В Таджикистане хотят перевоспитать местных рэперов при помощи Омара Хайяма. Вместо грубых текстов им предложено читать лучшие образцы ирано-таджикской поэзии. Есть очень талантливые рэперы. Вот один работает кондуктором в автобусе. Кандидаты в парламент от правящей партии повергли в изумление казахстанское общество. Спасать экономику хотят доверить артистам, спортсменам и певицам. Лезть в адрес президента на съезде его партии не знала границ. Когда во главе нации стоит особый человек, я верю в завтрашний день народа. Британия обвинила Россию в сознательной организации нынешнего миграционного кризиса в Европе. Ковровые бомбометания по городам вынуждают сотни тысяч сирийцев бежать в европейские страны. Возвращение козлодрания. Традиционная центральноазиатская конная игра переживает свое второе рождение в Кыргызстане. Специальный репортаж нашей программы. За 20 лет поменял 5 лошадей. За это время выигрывал лошадей, несколько машин. Число жертв последнего теракта в Кабуле выросло до 12 человек. Десятки находятся в больницах. Ответственность за теракт взяли на себя афганские талибы. Примечательно, что новый взрыв в афганской столице прогремел в тот момент, когда в соседнем Пакистане возобновились переговоры между афганским правительством и политическим крылом Талибана. Напомним, смертник взорвал себя в очереди у входа в полицейское управление. Как сообщается, именно это управление занимается борьбой с талибами в Кабуле и его окрестностях. В очереди находились в основном добровольцы, желающие записаться в ряды полицейских. За последнюю неделю это второй крупный теракт в Кабуле. 21 января талибам удалось взорвать автобус с журналистами местной телекомпании. 7 погибли. Я находился недалеко отсюда, когда случился взрыв. Около 20 человек лежали на земле. Неизвестно, что это был за взрыв. Я не знаю, ехал ли террорист на машине или шел пешком. Я только увидел, как из-за взрыва рухнул забор. Большинство погибших были мирные жители, включая одну женщину. Также были убиты 2 полицейских, которые заметили нападавшего в толпе. Еще одна новость из Афганистана, но уже позитивная. Лионель Месси встретится со своим самым большим поклонником. 5-летний афганский мальчик Муртаза готовится к поездке в Барселону, где его ждет знаменитый аргентинский футболист. Осуществить мечту Муртазы взялась Афганская федерация футбола. Согласие каталонского клуба уже получено. 5-летний Муртаза Ахмади из афганской деревни очень любит футбол. Его кумир – звезда аргентинской сборной и нападающий испанского клуба «Барселона» Лионель Месси. Одержимость мальчика футболом привлекла внимание всего мира. Фотографии Муртазы в бело-голубой майке из пластикового пакета с номером и именем Месси облетели интернет и попали во все западные СМИ. Родители мальчика привезли его в Кабул, где он встретился с журналистами «Радио Свобода». У тебя нет футболки Месси? Ты сделал ее сам? Да, она мне очень нравится. Муртаза на стадионе Афганской федерации футбола. Условия здесь гораздо лучше, чем те, к которым он привык в своей деревне, хотя, вероятно, все равно не такие, как на стадионе Барселоны, где тренируется его кумир. К счастью, Муртаза один из тех детей, которые любят футбол, и он смог попасть во все СМИ. Мы надеемся, что это поможет как афганскому футболу, так и самому мальчику, и что он сможет стать футболистом. С помощью игроков и фанатов Барселоны Муртаза однажды сможет играть за сборную Афганистана. Футбольная федерация Афганистана заявляет, что связалась с Месси и попробует организовать встречу футболиста и мальчика. Я хочу встретиться с Месси. Он мне очень нравится. Что ты хочешь, чтобы он тебе подарил? Футбольный мяч. Хочешь, чтобы он подарил тебе футболку? Да. Отец Лионеля Месси рассказал СМИ, что его сын хочет сделать что-то для своего молодого фаната из Афганистана. А пока 5-летний Муртаза продолжает тренироваться, чтобы однажды показать, как он умеет играть в футбол своему герою. Александр Орлов, Рэй Фурлонг. Настоящее время. Азия.
Казахстанская общественность активно обсуждает прошедший съезд партии власти Нур-Отан. Его посвятили выдвижению кандидатов в парламент республики на предстоящих досрочных выборах. Но прежде всего участники съезда по сложившейся традиции наперебой произносили слова любви и уважения своему любимому лидеру, президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Когда во главе нации стоит особый человек, я верю в завтрашний день народа. Вы деятель, который воспитывает и оберегает всех нас, как цыплят. Вы дар, ниспосланный нам Аллахом. Можно было бы назвать каждый населенный пункт вашим именем, потому что именно вы вдохнули в них новую жизнь и влили им новую кровь. Никогда прежде у казахов не было такого счастья, такого великого времени. Если представить на борцовском ковре одного бойца, то настоящий герой мировой политики — это вы. Да здравствует Казахстан, у которого есть такой мудрец, как Нурсултан. Да здравствует Казахстан, да здравствует лидер нации. Нурсултан Назарбаев поблагодарил своих однопартийцев за теплые слова в свой адрес. Как любой человек, мне слышать это приятно, я это слышу чаще. Среди возможных кандидатов в члены будущего парламента на этот раз партия Нур-Отан выдвинула в основном людей творческих и спортивных. Это певцы, боксеры и даже артист, который сыграл роль молодого Нурсултана Назарбаева в художественном фильме о президенте Казахстана. Сейчас пользователи казахстанских соцсетей активно обсуждают, как эти люди, став депутатами, будут выводить республику из экономического кризиса. Представители таджикской рэп-культуры, возможно, допустят на республиканские телеканалы и радиостанции. Но условием их появления в эфире должна стать так называемая литовка текстов, понятие, вернувшееся из эпохи советской цензуры, когда тексты всех песен специально редактировались. Также рэперам предложили исполнять песни на стихи классиков ирано-таджикской поэзии Рудаки, Омара Хайяма и других. Анушервон Арипов о новой инициативе. В Таджикистане рэперов, которые могут заработать на своих произведениях, можно пересчитать по пальцам одной руки, несмотря на то, что исполнителей в этом музыкальном жанре десятки. Шон МС один из таких признанных. Пиратство давит рэперов. Выпуская альбом, единственное, мы получаем от этого то, что люди, слыша новые песни, потом приходят на наши концерты послушать их и покупают билеты. По словам молодого человека, с незаконным распространением альбомов и клипов никто не борется на госуровне. Пиратские копии их песен продаются открыто даже в крупных торговых центрах. И эта проблема актуальна для всех, кто занимается музыкальным бизнесом в стране. Есть очень талантливые рэперы. Вот один работает кондуктором в автобусе. Он уже известен, имеет статус, но все еще кондуктор. Но основная проблема в том, что рэперам закрыта дорога на ТВ и крупные радиостанции, говорит Шон МС. Только он и несколько других исполнителей имеют доступ к средствам массовой информации. Официальная позиция властей – рэп – безнравственное развлечение, потому что исполнители используют в своих текстах мат и плохо влияют на молодежь. А стать известным благодаря интернету не получится. Подключение глобальной сети позволить себе могут не все из-за высоких цен. Я много раз ходил на ТВ, днем и ночью пороги гостелеканалов обивали, чтобы рекламный ролик о проведении концерта показали. Но никто не брал ролик, говорили, что рэп не нужен. По словам друга Шон МС рэпера Айсен Тайсон, также при наличии денег на раскрутку сделать это невозможно. Помимо телеканалов, рекламу концертов нельзя разместить на уличных баннерах. Хотя у самого Тайсона ни в одной песне нет мата. Он читает рэп только о любви. Впрочем, как и большинство исполнителей в стране сегодня. Политических и социальных проблем рэперы стараются не касаться, хотя причин не называет никто. Решение проблем с госканалами, радиостанциями и рекламой предложили в Союзе писателей страны. Литовка текстов, как в советское время. Если рэперы согласятся, для них откроются все двери, говорят чиновники. По словам экспертов, власти уже поняли, что если не можешь бороться, нужно возглавить. Миссия Союза писателей является в том, что, значит, мы не будем противостоять вот этим течениям. Мы, наоборот, им будем, значит,
протянуть свои руки помощи, и впредь будем с ними сотрудничать побольше. Но, обещают поэты и писатели, глубоко в тексты лезть они не будут. Достаточно проследить, чтобы не было мата. Грамотные люди, образованные люди, эти молодые люди, они, значит, закончили университеты, там какие-то вузы, у них очень хорошее образование. И, между прочим, очень хорошие тексты. Писатели допускают, что многие исполнители этого жанра в будущем могут вступить в союз. Ведь рэп на самом деле очень близок к культуре таджиков и ничем не отличается от древнего национального поэтического жанра – буругли. Также члены союза предлагают рэперам читать в их стиле произведения таджикских классиков. Нам говорят стихи рудаки. Ну что же, мы согласны, но только если нам позволят использовать общий смысл этих стихов, но передавать его своими словами. По словам Шон МС и Айсен Тайсон, предложение Союза писателей примет большинство рэперов, ведь это единственная возможность получить признание и заработать денег. Тем более литовки будут подвергаться только те песни, которые покажут по телевидению. А для концертов и для души пока можно писать свободно. Остается только решить вопрос с пиратством, хотя многие рэперы сами выкладывают свои альбомы в сеть для повышения популярности. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Британия обвинила Россию в сознательной организации нынешнего миграционного кризиса в Европе. Ковровые бомбометания по городам вынуждают сотни тысяч сирийцев бежать в европейские страны. Возвращение козлодрания. Традиционная центральноазиатская конная игра переживает свое второе рождение в Кыргызстане. Специальный репортаж нашей программы. За 20 лет поменял 5 лошадей. За это время выигрывал лошадей, несколько машин. Британский МИД обвинил Россию в намеренной организации кризиса с мигрантами в Европе. Как заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд, именно российские бомбардировки многократно увеличили поток беженцев из Сирии в Европу. Если раньше многие сирийцы планировали вернуться домой, то теперь из-за ужаса перед российской авиацией возвращаться уже никто не хочет. Вот что в частности сказал Хэммонд. Русские призывают к переговорам, и они говорят. Проблема в том, что пока они говорят, они продолжают бомбить и поддерживать Асада. Российский МИД мгновенно отреагировал на заявление британского министра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что Россия расценивает подобные выпады как опасные вбросы дезинформации. Ответили Хэммонду и в Кремле. Правда, там сказали, что не намерены относиться к заявлениям британского внешнеполитического ведомства серьезно. Россия предпринимает достаточно массированные и последовательные действия с тем, чтобы помочь сирийцам в борьбе с международными террористами, которые представляют собой угрозу не только для самой Сирии, но и для всего мира. Международное сообщество уже неоднократно обвиняло Россию в намеренном проведении варварских бомбардировок сирийских городов. Международные правозащитники даже называют цифру в 1400 человек. Именно столько, по их данным, уже погибло гражданских лиц в результате авиаударов. Также ранее звучали заявления о прямой зависимости между усилением российских бомбежек и увеличением количества беженцев из Сирии в Европу. Но на уровне правительств такие однозначные обвинения в адрес России и ее президента прозвучали впервые. Между тем, о своем требовании прекратить российские бомбардировки в Сирии, как об одном из главных условий возможного политического урегулирования, заявила делегация сирийской оппозиции на переговорах в Женеве. Убрать российские самолеты из сирийского неба – это первый пункт в списке требований оппозиционеров к международному сообществу. Тем временем полицейская служба Европейского Союза подтвердила появившиеся в прессе данные, что за последние 1,5 года в Европе пропали не менее 10 тысяч детей-беженцев. Британская газета Observer приводит слова главы Европола Брайана Дональда о том, что только в Италии исчезло 5 тысяч малолетних беженцев. Речь идет о детях, которые были зарегистрированы по прибытию на территорию ЕС. По мнению Интерпола, не все дети обязательно стали мишенью преступных группировок, но полицейским неизвестно их местонахождение. Многие дети, о которых идет речь, оказались в Европе без родителей. В Греции на Нобелевскую премию мира решили выдвинуть обычную пожилую женщину, которая кормила из бутылочки молоком детей-беженцев прямо на берегу моря. Ее фотография случайно попала в прессу, но эта маленькая история взволновала всю страну. Подробности у наших коллег из Рейтер.
Когда 85-летняя Эмилия Камфиси узнала, что ее номинировали на Нобелевскую премию мира, она удивилась и спросила, а что особенного я сделала? Знаменитой жительница острова Лесбос стала в прошлом году, после того, как ее сфотографировали журналисты. Женщина сидела на берегу и вместе с двумя своими пожилыми подругами кормила из бутылочки сирийского ребенка. Его родители только что высадились из лодки, прибывшей из Турции. Номинировали бабушку, которая сама родилась в семье беженцев, греческие академики. Мир – это одна из величайших гуманистических ценностей, которую всегда защищали на побережье Эгейского моря, говорит профессор университета Пантеона. И они продолжили делать это во время миграционного кризиса. Это проявление жертвенности, на которую способны все греки. Среди других номинантов 40-летний рыбак Стратис Валиамос, который отложил свои сети и бросился спасать беженцев из их утлых лодок. Также греческие академики отметили и самоотверженность голливудской актрисы Сьюзан Сарандон, которая провела в Греции Рождество, помогая беженцам. За прошлый год их прибыло в страну больше 1 миллиона. Полный список номинантов неизвестен. Сам Нобелевский комитет его не публикует. Лауреат премии будет назван в октябре. Скандальное видео президента Чеченской республики Рамзана Кадырова удалено администрацией сервиса Instagram. Лидер Чечни разместил в соцсети видео, на котором российские оппозиционеры Михаил Касьянов и Владимир Карамурза-младший были сняты через прицел снайперской винтовки. Свой пост Кадыров сопроводил фирменной фразой «Кто не понял, тот поймет» и пояснил, что эти оппозиционеры приехали в Страсбург за западными деньгами. После того, как сервис удалил его пост как подстрекающий к убийству, Рамзан Кадыров обвинил Instagram в нарушении его свободы слова и опять обрушился с угрозами в адрес российской оппозиции. Вот некоторые выдержки из его заявлений. Когда я смотрю на 15-20 человек без родины и флага, называющих себя серьезным словом «оппозиция», у меня вместе с презрением возникают еще и вопросы. Несмотря на неумолкающий лай Касьяновых и его дружков, до смерти напуганных моим видео в Инстаграм, которое, кстати, тут же удалили, а также тех, кто им сочувствует, все же хочу понять простую истину. Кто они? Сами оппозиционеры объясняют видео Кадырова, которого подозревают в причастности к убийству их товарища Бориса Немцова, однозначно как серьезную угрозу. Мы с Михаилом Касьяновым однозначно рассматриваем эту публикацию как прямое подстрекательство к убийству. Тут никаких других толкований в данном случае быть не может, особенно учитывая репутацию этого господина. И мы с Касьяновым в ближайшие дни сделаем совместное обращение в правоохранительные органы по поводу вот этого подстрекательства. На мой взгляд, вот то, что мы сейчас видим, и вот с этой публикацией, где мы в прицеле снайперской винтовки, и с вот теми угрозами, скоординированными, очевидно, которые в последние недели звучат из уст господина Кадырова и его приспешников в адрес российской оппозиции, это прямой результат той безнаказанности, которая существует вокруг демонстративного расстрела нашего товарища, лидера российской оппозиции Бориса Немцова у стен Кремля. Есть версия, что это действительно уже совершенно из-под контроля выходит кадыровский режим и уже позволяет себе абсолютно все, что угодно. Вот. А есть версия, согласно которой все это вполне себе скоординировано с самого верха. И что кадыровский режим, который является частью общего нынешнего российского политического режима, действует в согласовании с кем-то в Москве. Я не знаю, по крайней мере, то, что он себе позволяет уже действительно абсолютно все, это, по-моему, очевидно. Кокбуру – так называется одна из самых популярных в Кыргызстане народных конных игр. В переводе с кыргызского «кокбуру» значит «серый волк». Она существует с древнейших времен, когда волки были главными врагами пастухов. В советское время это национальное состязание было под запретом, а сейчас в кокбуру участвуют даже депутаты парламента. Специальный репортаж нашего корреспондента Адилета Бектурсунова. Эту игру сложно сравнить с чем-либо. Кокбуру, или как ее называют козлодрание, не что иное, как поединок всадников. Суть игры понятна только кочевому народу. С рассвета в конюшне людно. Сегодня важный день. В поселке Хутор, что в 40 километрах от Бишкека, пройдут конные состязания. Это Аксуор.
молодняк. Ему всего 4 года. На следующий сезон он уже будет готов к состязаниям. Прежде чем кони выйдут на поле биться в жесточайшей схватке, их тщательно экипируют. В давке часто травмируются копыта. Чтобы минимизировать ранения, венчик копыта оборачивают резиной. Обычно лошадь выступает в играх 5 или 6 лет. Потом их отправляют на отдых. Обычно их оставляют для разведения племени. Кокберу в переводе на русский означает «серый волк». Игра возникла в глубине веков, в степях, когда пастухи боролись с волками, чтобы защитить свое стадо. Позже, уже как развлечение, волка заменили на тушу козла. В отличие от Кокбару, тут нет команды. Каждый играет за себя. Нужно подобрать тушу и доскакать до определенного места. Смысл кокберу заключается в том, чтобы, мчась на лошади, поднять с земли или отобрать у соперника тушу козла весом до 40 килограмм. Но в сегодняшней игре на растерзании туша молодого теленка. Обычно телят тянут южане. Это делается, чтобы усложнить задачу. Ведь вес может достигать до 80 килограммов. Такая игра требует ловкости и силы настоящего джигита. Битва может длиться целый день. Мне 60 лет, но я до сих пор на коне. Такая игра закаляет характер и здоровье. Так выглядит туша после двухчасового состязания. Теленка сначала режут, вынимают органы, затем зашивают брюхо, а тушу без головы и копыт бросают в игру. В конце соревнования ее забирает победитель. Говорят, мясо, ставшее отбивной, обретает отменный вкус. Бывают случаи, когда тушу выставляют даже на аукцион. На прошлой неделе выиграл вот этого верблюда. Это уже 6-й верблюд. Даст бог, сегодня тоже что-нибудь выиграю. Сейдалы носит гордое звание чемпиона. За 20 лет его лошади одержали более сотни побед. За 20 лет поменял 5 лошадей. За это время выигрывал лошадей, несколько машин. Победа скакуна кроется в его желудке. Кормить лошадь нужно вовремя и сытно. В день одна лошадь должна съедать 10 килограммов пшеницы, выпивать пару ведер воды. Нужно выгуливать и чистить. Лошадь любит чистоту. Непокладистый и смелый характер, присущий кыргызским скакунам, подготавливает их к играм с раннего возраста. Если человек не влюблен в лошадей, научить их чему-либо крайне сложно. Они ведь чувствуют все. Мои прадеды были объездчиками, и, видимо, у нас это заложено в крови. Идея возрождения козлодрания возникла относительно недавно. До развала Союза национальную забаву запрещали. Сегодня в ней участвуют даже депутаты. Мы тут уже лет 10 играем. Соревнования идут по традициям. Это ведь древний вид спорта. Игра закончилась лишь ближе к вечеру. Победители забрали трофеи. Лошади, испытавшие колоссальную нагрузку, отправятся в стойло. Нередко в этом спорте животные получают увечья и погибают. Нога опухла аж вот до сюда. Но сейчас стало лучше. Лечим его. С ним мы в прошлом сезоне выиграли 10 лошадей и 2 машины. Для меня эта лошадь особенная, и я ее хочу вылечить. Одни считают козлодрание кровавой, другие – зрелищной игрой. Но сторонники традиций об изменениях правил пока думать не хотят. Адилет Бектурсунов, Улан Сыналиев, Азат Нтымаков. В настоящее время Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.